Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Обследование головного мозга алданцы теперь могут пройти в городской поликлинике. Больница приобрела новый аппарат. В Якутске начал работу гражданский межрегиональный форум «За будущее России». Озвучим основные мероприятия. И якутский дворник вошел в топ-100 необычных памятников России, а стать лучшей скульптурой поможет голосование. Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник В» подтверждена практически у всех испытуемых. Наши коллеги подробнее расскажут о результате испытаний. Российская вакцина от коронавируса показала эффективность в 92%. Об этом заявили разработчики препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований. Результаты удалось определить по распределению 20 случаев заражения коронавирусом в обеих группах испытуемых, как тех, кто получил настоящий препарат, так и тех, кому досталось плацебо. Нежелательных симптомов после вакцинации специалисты не выявили. В среду российские власти сообщили о рекордном числе жертв коронавируса за сутки. От COVID-19 погибли 432 пациента. За день количество новых заразившихся составило 19 851 человек. В понедельник компании Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их препарата составила 90%. Обследование головного мозга алданцы теперь могут пройти в городской поликлинике. Энцефалограф появился в отделении профосмотров. Аппарат был приобретен алданской ЦРБ. Обследование требуется при устройстве на работу по ряду специальностей, рассказывает Татьяна Вахнина. Виктор Миронов в известном смысле стал первопроходцем. Он первый пациент, которому делается энцефалография на базе городской поликлиники. Чувствует себя Виктор прекрасно, а оценку функционального состояния головного мозга мужчине необходимо пройти для того, чтобы получить допуск к обучению на вождение категории С. Мне надо категорию просто открыть. А без этой шапочки не пройдешь нарколога с психологом. Энцефалография теперь производится в кабинете функциональной диагностики в отделении профилактических осмотров на базе городской поликлиники. Энцефалограф был приобретен Алданской центральной районной больницей для улучшения качества обслуживания и повышения доступности медицинской помощи. Обследование головного мозга необходимо при устройстве на работу ряду профессиональных категорий. На медосмотрах мы отправляем водителей категории С, Д, Е. Также по показаниям, если врач отправляет, назначает, то мы делаем. По продолжительности обследование сравнимо с настраиванием аппарата. 2 десятка электродов должны быть правильно подключены. Вот тут электроды, их 20 с лишним электродов. От этого зависит вся процедура. Как правильно установить, все зависит от этого. Энцефалография дает возможность проанализировать активность всех отделов головного мозга, оценить его работоспособность в целом, а также выявить патологические очаги. Никаких неприятных ощущений у пациента обследование не вызывает. Первый раз прохожу. Даже не знаю, что вам сказать. Энцефалография в отделении профосмотров будет производиться ежедневно. В среднем в день данное обследование смогут пройти несколько человек. В проведении энцефалографии очень важна подготовка, проводимая самим пациентом. Пациент должен быть выспавшийся, отдохнувший и должен спокойно сидеть. Нюансов, способных повлиять на результат обследования, масса. Так, показания датчиков может несколько исказить состояние кожи. Перед исследованием вымыть голову необходимо. Татьяна Вахнина, Алдан. Третий год в Ленском районе действует программа по развитию здравоохранения. Ленской ЦРБ из районного бюджета ежегодно выделяется около 30 миллионов рублей. На выделенные деньги закупается медоборудование, улучшается материально-техническая база стационаров. В этом году закуплено новое современное оборудование для отделения реанимации. Проведен и ремонт реанимационного отделения. На него вне программы районные власти выделили еще 2 миллиона рублей.
Стоит отметить, что одной программой поддержки Ленской ЦРБ районная администрация не ограничивается. В этом году медработникам предоставлен транспорт для выездов врачей на дом. С начала пандемии было организовано питание медиков, проживавших в казармах, закуплены экспресс-тесты. Кроме этого, когда стала необходимость приводить инфекционное отделение в соответствие всем нормативным документам, то есть мы изыскали резервы, то есть обеспечили всем необходимым, таким как стиральные машины, да, там, душевые кабины и так далее. На сегодняшний момент вот те вопросы, которые есть в больнице, мы стараемся их отрабатывать. В Нерюнгри проверили факты сброса сточных вод. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что на территории Нерюнгринского района якобы прорвало трубу и грязные воды сливаются в почву. Для проверки данной информации в зону деятельности ГОК «Денисовский» выехали сотрудники Нерюнгринского комитета экологического надзора. Проведен осмотр очистных сооружений, отстойников шахтных вод и прилегающего трубопровода. По результатам осмотра установлено, что ведутся ремонтные работы по замене пластиковых труб, идущих к отстойникам. Вследствие остатки шахтных вод, которые находились в трубе, они по ливневой, так скажем, канаве сливались в приямок и дальше опять транспортировались на отстойники. Загрязненные воды в русло ручья Дежневки попадение не зафиксировано. Новым видением комфортной жизни в условиях Крайнего Севера занимаются в бюро «База-14». Впервые команда молодых архитекторов представляют Якутию на 28-м международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве. О том, с какими проектами заявят о себе якутские архитекторы, узнавала Туяра Константинова. В Якутии сейчас происходят такие важные трансформации с точки зрения не только благоустройства, но и комплексного развития территории, что речь идет, по сути, о возрождении градостроительной школы с таким полномерным подходом к развитию, то есть не точечные объекты, но развитие территории в целом. Якутск, Нюрба, Жатай и Бердигистях. Такова география уже реализованных объектов благоустройства. На очереди проекты в Покровске, Среднеколымске и Верхоянске. «База-14» объединяет молодых проектировщиков и мастер-планы территорий муниципалитетов. Коллаборация с российскими компаниями дает якутянам серьезное преимущество – поддержку для дальнейшего профессионального роста. Среднеколымск – это у нас сейчас последний проект, который победил в последнем конкурсе. Малые города, исторические поселения получили финансирование, а сейчас на стадии разработки рабочей документации. Недавно буквально мы ввели, получается, проект в городе Нюрба. Это все, конечно, при поддержке архитектуры города. У нас была очень большая команда, начиная от эскизного проекта, далее рабочее строительство. Программа «Комфортная городская среда» по сути наверстывает то, что не делалось в стране последние 30 лет. Объекты благоустройства имеют не только архитектурные идеи, но и ценный эффект, как с точки зрения экономики, так и использования территорий местными сообществами. В селке Жатай находится судостроительный завод, поэтому концепция и идентика проекта исходила от деятельности местных жителей. Ключевым элементом является штурвал. Если посмотреть с высоты птичьего полета, вот навесы и пешеходная дорожка напоминают штурвал. Вы довольны реализацией этого проекта? Да, я довольна. Пандемия не остановила работы по реконструкции центральной площади Жатая. Здесь появились навесы, сухой фонтан, игровая и рекреационные зоны, а также велодорожка. Очень радует, конечно, работа, которая сейчас происходит в Якутии. Тоже это непростая история. И мы знаем примеры многих регионов, которые действительно горят этим, действительно хотят что-то делать, но нет правильной команды. В этом смысле, мне кажется, у Якутии есть хорошее преимущество в правильной команде, которая занимается этими процессами, помогает реализовать их и для муниципалитетов. Фестиваль «Зодчество» — это своего рода машина времени. Здесь можно увидеть передовые идеи в области архитектуры и градостроительства, а также то, как будут выглядеть в будущем наши города и населенные пункты. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва.
В Якутске начал работу гражданский межрегиональный форум «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов». Он посвящен десятилетию детства в России и году патриотизма в Якутии. Форум организован Общественной палатой республики при активном участии правительства и проходит в режиме онлайн. В рамках форума запланированы круглые столы, лекции, дискуссионные площадки и бесплатные онлайн-курсы по развитию детей с раннего возраста. А ключевым мероприятием станет межрегиональная научно-практическая конференция «Инвестиции в раннее детство. Основы будущего». Продлится форум до 22 ноября. 22 ноября планируем завершить, провести пленарное заседание, сделать резолюцию, принять. И, конечно, основная задача данного мероприятия – это внести предложение в национальную программу развития детства. И, конечно, наша республика является одним из лидеров развития детского движения. Игры «Дети Азии» занимают важное место в олимпийском движении. В Олимпийском комитете России состоялась рабочая встреча президента организации Станислава Позднякова с новым главой комитета «Дети Азии» Владимиром Максимовым и вице-президентом игр, депутатом Госдумы Маратом Бареевым. Владимир Максимов рассказал о деятельности своей организации в условиях пандемии и запланированных проектах. В настоящий момент ведутся переговоры о проведении в 2022 году летних международных спортивных игр «Дети Азии» в одном из регионов России, а также о планах по организации вторых зимних игр. По графику они должны пройти в 2023 году. Участники встречи договорились продолжать совместную работу по продвижению олимпийских идеалов среди подрастающего поколения. Ярмарочные ряды вновь развернутся на территории Минсельхоза Республики. В столице в эти выходные, по традиции, гостей и жителей Якутска ждет изобилие мяса и рыбы, свежих, вкусных и качественных продуктов от сельхозперерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств Ангинского, Чурапчинского, Мегена-Кангаласского, Хангаласского улусов. Ярмарка будет работать 14 и 15 ноября с 10 до 17 часов на Курашова, 28, это территория Минсельхоза. Памятник дворнику в Якутске вошел в топ-100 необычных скульптур России. Рейтинг составлен сервисом поездок и путешествий tutu.ru. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «Скульптура», по итогам которого будет определена одна, самая необычная. Голосование пройдет с 17 по 23 ноября. В конкурсе уже проголосовали более 60 тысяч человек. И самые активные регионы вывели своих представителей в финал. Туда может попасть и памятник дворнику из Якутска и побороться за звание абсолютного победителя. Голосование откроется в 9:00 по московскому времени 17 ноября в группе tutu.ru ВКонтакте. К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску в общественных местах. Мы следим за развитием событий.